Разворот по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья! На эхе Москвы в Уфе вновь уфимский разворот после большого перерыва, связанного с майскими каникулами. В студии не прошло и 2 недель. И 2 недель не прошло. Ну да, 2 не прошли, но больше недели это точно. И сегодня вас приветствует Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев и звукорежиссер Никита Полянин. Трансляция на Ютубе уже идет. Там у нас довольно давно видео не публиковались. И вот сейчас вы можете вернуться, снова принимать участие в наших утренних прямых эфирах ежедневных. Я напоминаю, есть номер для СМС-сообщений и сообщений в Телеграме и WhatsApp, +7 927 304 10 51. Также вот можно как раз под той трансляцией на Ютубе оставлять свои сообщения. Да, в этом смысле у нас ничего не изменилось, равно как и не изменились планы 15 числа провести дилетантские чтения с Екатериной Шульман, с политологом. В нашем городе уже на этой неделе, в ближайшую субботу, да, состоятся эти самые дилетантские чтения в зале Колизеу комплекса Тинькофф Холл, это бывшие огни Уфы. Билеты все еще доступны на сайте kassir.ru, а также в кассе самого Тинькофф Холла. Однако самые лучшие места уже все распроданы, и в принципе мест остается немного, поэтому поторопитесь те, кто откладывал это решение на последние дни. Вот эти самые последние дни уже наступили. У нас, по сути, всего сейчас 2 рабочих дня, потом выходной, связанный с Уразой Байрамом, 1 рабочий день, и суббота. Все, конец недели. Поэтому, друзья мои, решайте. Нам надо встретиться, надо пообщаться, послушать замечательную Екатерину Шульман в ближайшую субботу. Тем более она как бы не каждый день, и не каждый год даже бывает в Уфе. Это ее первый приезд, насколько Конечно, я понимаю, это первый приезд, в столицу Башкирии. И дилетантские чтения как таковые давно у нас не проводились. Больше года уже ничего не было в связи с пандемией по понятным причинам. И вот... Но для тех, кто боится из-за коронавируса посещать мероприятия подобные, там ведь будут какие-то определенные ограничения, да, нужно будет носить маску, скорее всего, я так понимаю. Вообще эти правила никто не отменял, да, единственное, что ограничения, связанные с местами, уже сняты все-таки, да, залы можно заполнять полностью, и, в общем, мы стремимся именно к этому, потому что все-таки мероприятие как минимум затратное, и есть необходимость его как минимум окупить. Поэтому даже в этом смысле я призываю вас поддержать и этот проект «Дилетантские чтения», и нашу радиостанцию, конечно же, приобретя билеты и придя на это мероприятие в субботу. Ну что, у нас очень много материалов вышло на страницах СМИ, есть интересные события, которые за эти 10 нерабочих дней произошли. Давайте почитаем эти материалы. Ну что, наверное, такое яркое событие — это празднование Дня Победы в Уфе в том числе. И вот материал на Уфа-1 такой вышел. Безмасочный режим, кстати, о масках, да, как сливки башкирской политики встретили парад Победы. В средствах индивидуальной защиты были единицы. Тут фотография красивая, стоят пенсионеры, ветераны, скорее всего, ну да, потому что они с медалями огромным количеством. И стоит Ради Хабиров, вот, в частности, другие разные чиновники. На лице ни у кого нет масок совершенно. Что прошло в Уфе 9 мая? Прошел парад Победы. На этом торжественном мероприятии не только Ради Хабиров присутствовал, но и депутаты Госдумы некоторые. Вот, в частности, упоминается, что никто не соблюдал вот эти коронавирусные ограничения. Кстати, самое интересное, ведь Ради Хабиров был в отпуске, насколько я понимаю. Даже праздников шли слухи, что он был в Объединенных Арабских Эмиратах якобы. Конечно, это не подтвержденная, насколько я понимаю, еще информация. И после приезда вот тоже исполнял ли он установленные самим же им требования по самоизоляции. Есть такие требования сейчас? Да, если человек прибывает в Башкирию из-за границы, то ему нужно на протяжении 14 суток находиться на изоляции обязательно. Это, кстати, вот один... По-моему, сейчас люди ездят в разные страны, разные концы, и без проблем нет никакой изоляции. Но, во всяком случае, до праздников она была точно. Это вот единственный российский регион, где подобные ограничения были установлены. То есть они формально, видимо, действуют? Это проявление федерации, Руслан, видите? То есть Башкирия отдельные правила, да. Ну, кстати, в этом же материале вот журналисты подчеркивают, что Анна Казак, глава Роспотребнадзора в Башкирии, весь день провела в этом, точнее, вот всю эту официальную часть мероприятия провела в маске, и соответствующая фотография тоже приводится. Да, вместе с Рустемом Ахмадинуровым, который, кстати, сегодня будет в программе «Персонально ваш» после 3 часов дня, поэтому слушайте и присылайте вопросы, смотрите также на YouTube-канале. И вот тут он стоит без маски.
рядом. Мгм. Зато с георгиевской ленточкой. Ой, ну на самом деле, конечно, вот не только здесь, надо сказать, люди в целом уже маски сняли, вот это надо признать. И в этом смысле, наверное, стоило бы как-то вот из законодательной нормативы привести как-то к общему знаменателю с реальностью. Либо ужесточить эти правила, если мы понимаем, что у нас все плохо, либо все-таки отменить. Зачем вот это вот делать, да, когда люди действительно уже это не соблюдают, а формально как бы они должны это делать. То есть идет полное несоответствие реальности и законов прописанных. При этом я отмечу, сотрудники полиции на этом мероприятии тоже, вот я прямо сейчас смотрю, вижу, они тоже без масок, а при этом, я напомню, во время несогласованной акции протеста за освобождение Алексея Навального в Уфе, они требовали от всех прохожих на улице надевать маски обязательно, останавливали велосипедистов, бабушек, дедушек и просили надеть маску. На многих составили протоколы за отсутствие маски, за несоблюдение этих правил. Да, кстати, вот даже в выходные дни продолжались эти вещи. У нас есть на сайте публикация на этот счет, можете посмотреть более внимательно. О скольких, точнее, делах и решениях уже судебных известно на данный момент, по крайней мере. И вот в продолжении темы того же коронавируса в выходные вышла заметка «Коммерсанта» о том, что британский штамм COVID-19 обнаружили в Башкирии. Это было 7 числа. Значит, об этом на оперативке было сообщено в правительстве, которое, кстати, неожиданно прошла, по-моему, в пятницу, да? Ради Хабиров вернулся, видимо, из отпуска и провел эту самую оперативку. Вот, и напоминает нам издание, что всего в Башкирии за более чем год выявлено более 36 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всех видов штаммов, соответственно. Ну, вот так, да. Ну, я читал очень большое количество мнений, в том числе слушал эфир федерального «Эхо Москвы», и там специалисты говорили, что на самом деле этот штамм, возможно, уже довольно давно он попал в Россию, просто у нас с этим работа не особо хорошо налажена, и поэтому выявление таких штаммов довольно сложная процедура и длительная в нашей стране. Ну и добавлю от себя, что в эти самые выходные дни я прошел второй этап вакцинации. 4 мая мне сделали вторую прививку, соответственно, спутника ВИ. Я ее еще меньше заметил, чем первую даже. То есть после первой у меня хотя бы чуть-чуть рука болела, после второй даже рука не болела, и как будто укола даже и не было. И уж тем более никаких других последствий в виде там каких-то и прочего я не испытал. Будем надеяться, что эффект все-таки будет достигнут, и через там сколько-то дней я проверю на наличие антител, и все будет нормально. В общем, в этом смысле пока все идет отлично. Ну, это хорошо, да. И поэтому, кстати, недавно у нас тоже выходил материал на «Эхо Москвы» в Уфе о количестве вакцинированных в Башкирии. И там количество от общего числа населения республики это не больше 7%. Да, процент проникновения очень небольшой. И, кстати, об этом же Ради Хабиров на этой оперативке неожиданно говорил и критиковал глав районов, муниципалитетов и городов, в которых по статистике вакцинированных меньше, чем в среднем по республике. И есть такие у нас муниципалитеты, где действительно люди, видимо, совсем не хотят это делать. Да, я думаю, это не только от желания зависит, но от этого, конечно же, тоже, естественно, но еще от количества доз, доступных в Башкирии, потому что сейчас там около 400 всего лишь тысяч доз вакцины отечественной было поставлено в нашу республику, а у нас как бы 4 миллиона человек живет. Слушай, ну нету этих самых заторов каких-то и проблем с вот наличием... это уже вопрос желания, скорее всего. Конечно. Доступности, ну вот я не думаю, что это вопрос доступности, потому что, насколько я знаю, мои родственники, которые живут в отдаленных населенных пунктах, к ним прям туда приезжали эти мобильные, как это называется, да, автомобили вот эти минздравовские, и иммунизировали население. Поэтому, наверное, это доступно. Я, опять же, по данным тех, с кем я пообщался, вот прямо свободно, то есть было бы желание, вот пока. То есть нет этого вала желающих, соответственно, того, что нам выделили, хватает на сегодняшний день. Мне кажется, у многих людей просто сложилось мнение, давайте подождем, посмотрим, как будет развиваться ситуация, все ли нормально будет с теми людьми, кто вакцинировался. Ну вот я могу сказать о себе, уже прошло, сколько, наверное, месяца 3 прошло после этого, и все нормально, я пока жив. Стив Джобс со мной не связывался, да, вот эти шутки, они постоянно в комментариях возникают у людей, которые выкладывают фотографии с пункта вакцинации. Да, ну вот поговорили мы, кстати, про ковид, и мы еще проговорим об этом во второй части эфира. У нас будет в гостях врач-инфекционист Глеб Глебов, который стал известен широкой общественности в то время, когда он работал в Зубовском ковид-госпитале под Уфой. Правда, сейчас он там не работает. Вот как раз об этом и о другом поговорим после перерыва, после новостей. Вот, да. Ну, а пока материал Медиакор сети, Татьяна Майорова, мне понравилось, вот, что такие мнения публикуются. Это интересно. Бесы памяти, чем дальше от войны, тем бездушнее становится отношение к ее героям. На могиле ветерана в Уфе заменили дорогой крест
крест на дешевый. Вот это пишет Татьяна Майорова, что с нынешним 9 мая лично у нее оказался связан целый ряд печальных событий, и она пытается убедить себя, что те, кто их организовал, руководствовались искренними побуждениями, но не получается у них это сделать, потому что она точно знает, что это не так. Нет в их поступках ничего искреннего, кроме разве что неподдельного желания устроить показуху. Что, значит, произошло? Вот она пишет. Сразу вспомнилось, 5 лет назад наш старший сын ходил на шествие бессмертного полка. Ему не разрешили нести портрет его деда, потому что он был прикреплен на фанерке нестандартного размера. А вместо родного деда дали табличку с портретом совершенно постороннего фронтовика. Ой. Вот так вот. Ну, такие как бы происходят. Действительно, я тоже о подобном слышал. Есть у человека дед, родной, собственный, да, пусть не по стандарту изготовленный, но даже его не дали пронести, причем это было 5 лет назад еще. В этом году бессмертный полк в регионах страны прошел в онлайн-формате, как и в прошлом году из-за пандемии коронавируса. У нас, кстати, хотели провести его очно, а потом, когда уже такой федеральный тренд пошел на все-таки свертывание этого плана, да, у нас тоже решили отменить. Но гуляния состоялись, прошли гуляния. Вот так. Ну и добавлю, наверное, в большинстве, ну, как минимум во многих чатах различных учебных заведений, прежде всего школ, вот этот вот онлайн бессмертный полк активно, скажем так, готовился, людей агитировали регистрироваться, в некоторых случаях не просто агитировали, но и требовали практически зарегистрироваться и доказать учителю сей факт. Вот конкретно в том чате, где состою я, этого, к счастью, не было, но я видел другие скриншоты, где это происходило раз за разом. И иной раз, когда родители пытались вполне обоснованно объяснить, что, слушайте, как бы, ну, у нас вот нету в нашей семье человека, по крайней мере, по прямой линии, с кем бы мы могли бы зарегистрироваться в акции «Бессмертный полк». И начинались в этот момент вот эти предложения. А давайте мы вам чуть ли не подберем фронтовика, с помощью которого вы могли бы поучаствовать. Да, пожелаем. Во что превращается все это с годами, конечно, вызывает не только недоумение, но и отрыбь даже, наверное. Да, вот что касается, кстати, того, что обычно присылают в родительские чаты, тут на Медиакор сети материал вышел, если он у меня сейчас откроется, будет прекрасно, конечно, но о чем там идет речь? О том, что Лилия Чанышева, координатор, уже бывший координатор штаба Навального в Уфе, заявила о том, что она опубликовала скриншоты чатов в школе и детских садах, в которых педагоги призывают родителей зарегистрироваться на сайте предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия». Чанышева утверждает, что учителей заставляют требовать от родителей учеников пройти регистрацию на сайте госуслуги, а затем отправить скриншоты как подтверждение. Вот, значит, что там общественница пишет. Из всего класса зарегистрировалось всего 2 человека. Вот она, реальная поддержка партии жуликов и воров. Ну, вот это стандартная такая, да, у них... Характеристика со стороны этой партии. Сторонников Алексея Навального. Ну вот и в продолжении темы победы про Уфу утверждают, что в Башкирии категория граждан, таких как дети войны, не получили никаких выплат ко Дню Победы, хотя закон, предусматривающий данную выплату, был принят в марте. Мы об этом, кстати, говорили, о том, как этот закон принимался, как его долгое время продвигали коммунисты, а потом в последний момент приняли, значит, единороссы. Вот, принять приняли, но вот издание утверждает, что даже выплат за это дело никаких в итоге нету на сегодняшний день. Об этом сообщили изданию возмущенные родственники ветеранов в соцсетях и написали об этом не где-нибудь, а под постами Радия Хабирова. И тут вот целый ряд этих самых сообщений приводится о том, что люди эти деньги не получили. Так себе, скажем так, принятие закона прошло. Там, на самом деле, в целом, лично мое субъективное мнение, этот законопроект так себе, потому что там сколько это оплата? 1000 рублей в месяц? Ну, конечно, да. Это для наших ветеранов, для пенсионеров, это действительно большие деньги. Ну, у них, когда пенсия, как бы 9000 рублей, там у ветеранов побольше, конечно. Но как бы неплохая сумма, да, скажем, да. Да, но в целом, если подумать, что сейчас можно приобрести на эту 1000 рублей, ну, это один раз ходить в магазин, наверное, и купить что-то необходимое, да, уже не идет речь о каких-то там развлечениях или о продуктах, которые не так необходимы. Но в то же время «Коммерсант» отмечает, содержание территории 5 министерств Башкирии обойдется в почти 14 миллионов рублей. Вот так. Территории? Это, видимо, уборка, охрана? Да, ухаживать будут за клумбами и газонами. Это будет делать Горзеленхоз Уфы. Ну, кстати, такая госзакупка из года в год появляется, и всегда такие довольно большие суммы. Видимо, там должно быть все очень красиво, кустики подстрижены, как говорится. И следом же материал тоже «Коммерсанта». Для Дома Республики закажут телевизоры на 1 миллион 250 тысяч рублей. Вот так. 18 мая отберут поставщика 5 ЖК-телевизоров. Ну, ладно, не 1 за миллион с чем-то, а 5 целых. Подождите, меня удивляет. 5.
Подождите, 1 миллион 250 тысяч. Все-таки 5 телевизоров. Ну, как бы, знаешь, телевизоры бывают огромные, бывают сам по себе один телевизор больше миллиона. Неплохой телевизор, наверное, раз за Судя по такую всему. сумму. Ну, там, слушай, там даже данные есть по поводу диагоналей. Вот, да, с функцией Smart TV, Wi-Fi и так далее, 50-55 дюймов, и там даже побольше. Вот есть 85 дюймов. Вот за него только. Диагональ экрана. 1500. Ничего себе. Ну, неплохо. Вот, будут смотреть необходимые передачи. Ну что? Так, ну что, у нас вообще есть еще что почитать? У нас есть еще очень много, на самом деле, материалов. Ну, например, вот публикация Ильи Варламова. Называется «Традиция или коррупция». В России есть одна странная традиция. Он говорит, подолгу не выбрасывать новогодние елки. О чем это он? Агидель. Город Агидель. Там, значит, поставили конус. Я не знаю, как это назвать елкой. Ну, конус вот этот, как пиксельные елки бывают же. Модная елка, да, которых в Уфе. Мне лично, кстати, это вообще не нравится. Я больше люблю так. Отдельный вопрос, нравится, не нравится. Обсудим это в районе Нового года. Ну, в общем, елка-то осталась. Новый год прошел, а елка осталась. До сих пор там стоит. И нет денег у Агидели, администрации города, убрать эту елку. Они говорят, давайте мы из этого объекта сделаем что-то летнее. Значит, они обернули это в что-то зеленое, в какое-то такое полотно, и оставили. Вот будет теперь такой конус все лето стоять до следующего Нового года. И вот... Обратил на это блогер. Илья Варламов обратил на это и назвал это памятником коррупции. Коррупции? Ну, Ну, вот если как посмотреть, да, наверное, учитывая, что коррупция — это как раз-таки вариант, точнее, способ изъятия денег из бюджета, и в результате чего в бюджете денег становится мало, и их не хватает на разбор елки, тогда, в общем, да, нельзя не согласиться. Значит, частично эта проблема связана с неудобством утилизации, пишет Варламов, но у многих не хватает воли даже на то, чтобы просто донести скелетик деревца до контейнерной площадки. Или, скажем, распилить и отдать какой-нибудь бабушке на растопку печки. Как можно растопить печь пиксельной елкой, там не совсем понятно, да, вот этим конусом. Так и живем. Ну что ж, на этом обзор прессы, наверное, мы закончим, послушаем отбивочку, а потом поголосуем. Поголосуем мы вот о чем. Электрические самокаты, электросамокаты, да, как их называют коротко. Одна из громких и важных тем споров в последние 2 недели на страницах социальных сетей, прежде всего в Фейсбуке. Стало их очень много в последнее время. Действительно, наверное, каждый житель Уфы их хоть раз видел. Да, они сейчас не прицеплены, они стоят просто свободно. А многие их оставляют где-то там в не самых для этого предназначенных местах, это тем самым перекрывая пешеходную дорогу, велодорожку и так далее. Вот, собственно, на эту проблему обратили внимание депутаты Госсобрания Башкирии. Они говорят, давайте мы урегулируем, кто может, во-первых, пользоваться этими самокатами, чтобы не было подобных, которые уже, кстати, случались в Уфе, ситуации, когда дети малолетние попадают в аварии, или кто-то несется по тротуару и кого-то сбивает, таким образом нанося травмы человеку или вред имуществу, урегулировать пользование этими самокатами, ограничить к ним доступ. Ну, кстати, я вот напомню, что те, кто пользовался этими приложениями самокат-шеринга, они знают, что в приложении указывается, нельзя пользоваться самокатом лицам, не достигшим 18-летнего ставя галочку, возраста. вы подтверждаете, что вы достигшие 18-летнего возраста. Это никак больше не подтверждается. То есть паспорт там не нужно фотографировать, отправлять. Ну, может любой там 10-летний школьник просто скачать приложение, прикрутить туда свою карту или чью-нибудь, поставить эту галочку и все. Вот, собственно, так это все и работает. И как вы на это смотрите, друзья? Вот вы считаете ли, что нужно все-таки отрегулировать как-то этот шеринг самокатов? Согласны ли вы с предложением депутатов или все-таки нет? Если вы согласны, ваш номер телефона 262-72-47. Если не согласны, считаете, что не нужно как-то ограничивать, давайте мы лучше чем-нибудь другим займемся, а помимо самокатов у нас есть те же велосипеды и скейтборды, а что, мы их тоже должны ограничивать, что ли? Если вы так считаете, ваш номер телефона 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Поддерживаете ли вы предложение депутатов Госсобрания Башкирии по ограничению доступа к самокат-шерингу? Если поддерживаете, 262-72-47. Если не поддерживаете, 262-72-48. Ой, я как бы в некотором смысле за порядок, за то, чтобы все было цивилизовано, но вот как показывает, я не знаю, опыт, наверное, тогда, когда этим самым упорядочением занимаются у нас депутаты с помощью принятия каких-то законов, не факт, что ситуация изменится в лучшую сторону. Вот как-то так. Наоборот, могут возникнуть какие-то дополнительные коррупционные лазейки, именно коррупционные, да, но в результате
цивилизованность вот этого направления, вот этого бизнеса, она будет возникать не с этой стороны, скажем так, а как-то снизу, что ли. Когда люди сами будут как-то меняться в этом смысле. То есть должна быть какая-то культура Конечно, пользования. конечно. Она должна вырабатываться с таким эволюционным путем такого поступательного развития. Как это происходило и до сих пор происходит с велосипедистами, например, да, потому что вначале вся эта история была намного более дикой. Да что уж там велосипедисты, даже автомобилисты лет 15-20 назад ездили гораздо более грубо, скажем, по улицам города. А теперь постепенно, когда люди понимают, что невозможно вести себя постоянно вызывающе, вести себя как быдло, люди более или менее упорядочиваются. Это вот я как автолюбитель наблюдаю. И то же самое, мне кажется, должно происходить и с рынком электросамокатов, например. Да, вначале немножко это все выглядит дико, и действительно диким и является. Но месяц-два, я не знаю, год пройдет, и ситуация должна выправиться. Да, нужно пропаганду какую-то вести в хорошем смысле этого слова. Да, конечно, пропаганда — это не всегда плохое явление, да, это надо отметить. Но, кстати, есть отличный пример из другой страны, Соединенные Штаты Америки, там есть компания Bird, ну, это как бы у нас ее нет, поэтому это не реклама, да, там тоже проблема была с самокатами, люди просто выбрасывали эти самокаты, они валялись там по всему городу, вот я знаю, такая проблема была в Лос-Анджелесе, например, Нью-Йорк Таймс об этом очень много писали. Проблему решили или нет, я сейчас точно не могу сказать, но это вот не только как бы характерно российскому обществу, это в принципе нормально. Ну, кстати, если сравнивать... То есть мы уже молодцы. Ну, пока да. Во всяком случае, кстати, для меня электросамокат стал вполне себе таким достойным транспортным средством. Я передвигаюсь по делам. Развлечения в том числе. Ну что у нас? У нас всего 40% выбирают первый вариант, то есть поддерживают вариант урегулирования этой истории с помощью законов, и 60% говорят, что это неинтересно, это не нужно. То есть согласны с тем, что я говорил, да? Чтобы рынок сам себя отрегулировал. Ну что ж, уходим на новости, потом вернемся. Шесть 6:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Компания Colonial Pipeline намерена к выходным восстановить свою работу. Оператор крупнейшего американского трубопровода после кибератаки на прошлой неделе временно приостановил деятельность запасов, чтобы продержаться до этого срока. Из-за ситуации с трубопроводом в нескольких американских штатах объявлено чрезвычайное положение, а президент Байден поручил правительству предотвратить дефицит топлива в стране. В Москве начинается плановое отключение в домах горячей воды. На сайте столичного правительства запущен онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать сроки ограничений по своим адресам. Сервис доступен также в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Заммэра Петр Бирюков пообещал, что профилактика систем горячего водоснабжения завершится до 1 сентября. Владимир Путин не прекратил режим изоляции, несмотря на прививку от COVID-19. Об этом сообщает интернет-издание «Проект» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. Сам глава государства сообщил, что сдал анализ на антитела, который показал коэффициент позитивности 15, и заявил, что прививку от коронавируса в России уже сделал 21,5 миллиона человек. Безопасность первых лиц в большинстве стран требует особых мер. Это касается не только ситуации с коронавирусом. Такое мнение в эфире «Эхо» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Для всех остальных есть правила дорожной безопасности, а для президента, не только российского, но и французского, американского и даже британского премьер-министра, есть кортеж, который сопровождает его по улицам, и даже, прости господи, мигалка, которая не является признаком исключительно авторитаризма, а является скорее признаком страны, которая не является Скандинавией с премьер-министром на велосипеде. Здесь тоже не общая логика. Просто очень много цепочек принятия решений замкнуто на этого человека, независимо от того, является он демократически избранным или самоназначенным, или манипулятивно избранным. Само это место, независимо от лица, которое его занимает, требует особого отношения. При этом Баунов подчеркнул, что не знает, достоверна ли информация издания «Проекта» о самоизоляции Владимира Путина. Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса». Как передает телекомпания CNN, знаменитый американский актер выразил таким образом протест против недостаточного представительства американского общества в жюри кинопремии. Ранее по тем же причинам телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения «Золотых глобусов», заявила, что не будет делать это в 2022 году. В последние месяцы пресса США критикует «Золотой глобус» за полное отсутствие темнокожих в
жюри премии. В Москве сейчас 8 градусов, днем 19-21, местами возможен кратковременный дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. 15 мая в 16 часов в зале Колизео комплекса Тинькофф Холл пройдут дилетантские чтения с политологом Екатериной Шульман. Тема «Права и вольности до первых дум. Выборы и сословное самоуправление в Российской империи». Ведущий чтений Максим Курников, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Генеральный партнер чтений – аптечная сеть «Фармленд». Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru и в кассе Тинькофф Холла. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 35 минут в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. В марте 2021 года избыточная смертность в Башкирии составила чуть меньше 1000 человек. Об этом сообщает портал Медиакорсеть со ссылкой на данные Росстата. Из них следует, что в Башкирии в марте уровень смертности повысился почти на 22% в сравнении с мартом 2020 года. Избыточная смертность в марте 2021 составила 908 человек. Как ранее сообщало «Эхо», по предыдущим подсчетам службы государственной статистики, в январе текущего года всего умерли 5571 человек, тогда как за тот же месяц 2020-го 4438 жителей республики. В январе показатель перешел порог в 1000 смертей. Напомним, в Башкирии рекордный показатель роста смертности с начала пандемии коронавируса был зарегистрирован в ноябре 2020 года. Тогда он достиг почти 70%. За весь прошлый год избыточная смертность в республике превысила 10 тысяч случаев по сравнению с 2019 годом. Тогда Башкирию называли одним из лидеров по избыточной смертности. 19-летний водитель БМВ, сбивший подростка в Салавате, оказался сыном местного депутата. Об этом сообщает портал УФА-1. По данным издания, за рулем автомобиля был мотогонщик-спидовист Герман Ханмурзин, сын местного депутата Ильдара Ханмурзина. Горожане раскритиковали молодого человека в соцсетях и заподозрили, что он участвовал в уличных гонках, а теперь попытается уйти от ответственности благодаря связям отца. Однако Ханмурзин-старший заявил, что его сын сам вызвал на место аварии полицию, поскольку не виноват в произошедшем. По словам Ильдара Ханмурзина, пострадавший 17-летний юноша сам вышел на дорогу, когда горел красный сигнал светофора. Авария случилась в ночь с 9 на 10 мая на улице Островского. Как заявили в ГИБДД Башкирии, все обстоятельства ДТП пока устанавливаются. Защита полковника полиции Ильнура Гумерова не смогла добиться изменения меры пресечения. Он останется под стражей до 21 июня. Бывший начальник следственного отдела МВД Башкирии Ильнур Гумеров, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий, заявил о своей невиновности. Об этом сообщает портал УФА-1, чей журналист 6 мая присутствовал на заседании в Верховном суде Башкирии, где рассматривался вопрос о смягчении ему меры пресечения. Следствие утверждает, что Гумеров распродавал имущество, что свидетельствует о его планах скрыться. Однако сам полицейский заявил, что машину и квартиру семья продала, чтобы тут же купить новые. Портал УФА-1 сообщил, что, как следует из материалов СКР, 2 года назад МВД Башкирии возбудил уголовное дело на сотрудников общества «Драй Авто», которых подозревали в мошенничестве, и на 42 транспортных средства был наложен арест, однако позже Гумеров снял его по просьбе адвоката владельцев автосалона. 30 апреля полицейского арестовали, но в суде он заявил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу сроки ареста имущества по делу о мошенничестве и с автомобилями прошли, но он по закону вынужден был отменить решение.
Обращаясь к суду, экс-начальник следственного отдела заявил, что 20 лет отдал полиции, а его в один день облили грязью, а имя опорочили на всю Россию. Судья оставил решение первой инстанции без изменений. Гумеров останется под стражей до 21 июня. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе плюс 17, днем ясно, до 26 градусов тепла. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Не только на волнах, но еще и в режиме YouTube-трансляции нас можно видеть и можно общаться с помощью специального чата. Тем более, что мы представляем нашего сегодняшнего собеседника и гостя. Врач-инфекционист Глеб Глебов в гостях нашей студии сегодня. Точнее, не в студии, а по видеосвязи с нами он на связи. Так, вроде бы все нормально. Глеб, как нас слышно, видно? Добрый день. Слышно вас отлично, видно хорошо. Доброе утро, Глеб. Ну вот давайте начнем, наверное, с ситуации с коронавирусом. Мы тут во время начала эфира, в первой половине, точнее, говорили о том, что люди уже сняли маски. Это заметно в целом, да, когда вы едете, например, в транспорте или в общественных местах находитесь. Как будто бы позабыли о коронавирусе. При этом, в том числе и официальные власти России и Башкирии заявляют, что ситуация стабильна, что поводов волноваться нет. При этом мы видим новости из других стран мира, например, из Индии, где вовсю разгорается настоящая трагедия, третья волна, люди гибнут, и ограничения то снимают, то возвращают, и там непонятно, что происходит, очень динамичная ситуация развивается. Что на самом деле? Вы общаетесь довольно плотно с пациентами, с обычными жителями Башкирии. Что они говорят? Как вы можете эту картину сейчас проанализировать? Что можете сказать? Давайте так, по поводу снятия, наложения ограничений, очень много людей до сих пор не могут понять, для чего был вот такой локдаун, для чего нас в свое время вот так в прошлом году закрывали по домам. На самом деле это было создано лишь для того, чтобы власти Республики Башкортостан успели развернуть коечный фонд. Все прекрасно понимали уже на тот момент, что новой коронавирусной инфекцией переболеют все. Просто если все одномоментно ей заболеют, то у нас бы негде было их ложить. Это первое. Второе, по поводу масочного режима. Например, мы смотрим в Китае, то, что люди всю жизнь практически живут в масках, носят их, и также у них и носят и эти маски и власти. То есть, третий момент. Недавно ко мне пришла женщина, пришла с дочкой. То есть маленькая девочка, и у нее уже, скажем так, определенная есть патология, потому что она уже не может жить без маски. Потому что ей страшно. Девочке 7 лет, она на игрушки надевает маски, надевает эту маску на себя. То есть вот у нас подрастает такое поколение, которое, возможно, от этого масочного режима, от вот этого нагнетания страха вокруг новой коронавирусной инфекции, отсутствия правильной информации, вот так частично уже пострадали. То есть они ходят к психологу, занимаются. По поводу снятия вот этого масочного режима, я же говорю, все делается на примере. Люди задают мне вопросы, почему мы должны носить маски, когда, например, кто-то там их не носит, когда какие-то собрания переходят без масок. По поводу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на данный момент, да, она тяжелая, да, опять снова заполняются коридоры Зубовского инфекционного госпиталя, и по моим предположениям, грубо говоря, сейчас все-таки развертывание остальных госпиталей, оно произойдет. Ненадолго, но произойдет. Что вижу я сейчас? Зачастую приходят люди за реабилитацией, за консультацией, и часто встречаюсь с таким моментом, что, например, человек переболел полгода назад, у него количество иммуноглобулинов G было 8, он собрался, например, на прививку, пересдает, а у него, например, 40.
или 36. Он говорит, ну, как это могло произойти? Я говорю, ну, в принципе, мы идем в какой-то мере к коллективному иммунитету, потому что повторное заражение, оно возможно, но человек переболевает либо в очень легкой форме, либо абсолютно бессимптомно. И в конечном итоге мы все равно придем к тому, что ковид перейдет в форму гриппа. Единственное, что я в последнее время тоже начал переживать за счет вот этих штаммов различных, потому что, насколько я знаю, я могу ошибаться, опять же, вот эти студенты из Индии, которые там где-то что-то как-то заболели, были привиты спутником В. Угу. Хорошо, Глеб, ну вот вы говорите о коллективном иммунитете, да, при этом мы видим данные по иммунизации населения Башкирии, там всего даже 7% не достигает это количество. Разве возможен коллективный иммунитет при таких показателях? Мы видим, что, например, в Соединенных Штатах Америки первые дозы вакцины, по данным New York Times, привились 46% населения, и там до сих пор продолжаются заболевания, люди продолжают умирать. Слушайте, вот давайте вот так, с большим уважением к вашей редакции отношусь, и потому что вы всегда имеете второе мнение. То есть вы никогда не публикуете одно мнение, вы всегда смотрите на две стороны. Вот иммунизация и все, что связано с этой вакциной, для меня больше это пахнет какой-то политикой. Ну, потому что это не имеет ничего общего с медициной и всего. То есть поставили задачу ускорить темпы вакцинации. Для чего поставили еще? Ну, как бы никто об этом даже не задумывается. Дают какие-то плюшки, там какие-то сертификаты сейчас начали раздавать, насколько я слышал, там в Москве, наверное, сейчас до нас это тоже дойдет, 1000 рублей там или еще что-то, да, ну вот как-то это так. Вот мне недавно спросили, я не помню кто, мне говорит, слушайте, как победить ковид? Я говорю, ну давайте посмотрим пример Израиля, да. В Израиле, например, сейчас нету новой коронавирусной инфекции. Привилось, насколько я там знаю, 70% населения. Как это сделать? Просто нужно начать говорить народу правду, какая бы она ни была. И, соответственно, народ тоже начнет уважать, доверять, вакцинироваться там или прочее. Просто нельзя так, что раз резко все поверили, побежали все вакцинироваться. Какая правда должна быть? Вот это интересная мысль, Глеб. А что нужно сказать людям? То есть, в принципе, информация о том, что ковид может привести к смерти, у людей есть. У людей, у многих знакомые, я не знаю, помирали. Есть информация, что вроде как прививка сама по себе нормальная. Появляются антитела, люди не болеют, либо болеют в легкой форме. Что еще нужно людям знать? Руслан, смотрите, слежу за вашей страницей в Инстаграм. Насколько я знаю, вы привились, и вы привились прежде всего для того, чтобы прежде чем что-то говорить, попробовали на себе. Ну, как-то так, да. Понимаю, да? Ситуация складывается следующим образом. Когда закрывают всех по домам и говорят, что на данный момент у нас в Башкирии умерло 2 человека там, или еще что-то. Все помнят эту ситуацию, да? Там, потом всех отпускают на улицу. Смертность у нас, соответственно, шагнула, но никогда не верил, что 3 человека в день умирало. Да ладно, там 100, 150. И все люди понимают, что что-то не так. Какая-то легкая есть нестыковочка в каких-то данных. И потом, когда те же самые люди говорят, ребята, все нормально, собрались, строим, пошли прививаться, какая бы прививка хорошая ни была. Я же еще раз говорю, мне предлагали разные варианты, как я веду блог, говорили, там, давай, обращались определенные люди, там, рекламируй вакцину. Я говорю, бред, что врач будет рекламировать вакцину, потому что я прекрасно понимаю, что приобрести иммунитет с помощью вакцинации, там, от гепатита, там, или еще чего-то, это гораздо лучше, чем переболеть болезнью. В принципе, это медицинская позиция любого здравомыслящего врача, она такая. Но кого-то толкать или отговаривать я никогда не буду, потому что это добровольная система, добровольная вакцинация. И чтобы люди шли вакцинироваться, нужно говорить им правду. Нужно говорить им правду, правдивую статистику, сколько человек умерло. Нужно им сказать, сколько человек после ковида приобрело инвалидизацию. Нужно запустить процесс реабилитации, потому что нужно честно людям сказать, что после ковида при отсутствии нормальной реабилитации очень много людей сейчас умирают от инфарктов, от инсультов, от проблемы кровообращения. Нужно обращаться с людьми по-человечески. Понятно. Тут возник кризис недоверия, и в этом проблема. Не в вакцине, не в ее качестве. Да, не в вакцине проблема. Вы же прекрасно это понимаете. Она далеко не в вакцине.
А почему от людей это правда скрывается, как вы думаете? Все-таки нужно наращивать темпы вакцинации, это какие-то противоречивые действия, как будто бы. Ну да, с одной стороны. Мне кажется, это больше не от людей скрывается, это, мне кажется, больше такое, знаете, глобальное такое, оно как-то пошло-поехало, от Москвы, наверное, больше оно скрывается. Вначале начали вот эту политику вести, и уже как бы переобуться поздно, да? У нас же вечно вот эти там такие соревнования идут с Татарстаном. У нас же не может быть там, что в Татарии там сегодня 3 умерло, а в Башкирии 23. Ну как такое может быть? Нет, конечно. Там. И вот мы в такой лжи соревнуемся между собой все города. Это же не только у нас, это по всей России. Хорошо. Глеб, вот что касается публичных мероприятий. Мы видим, что 9 мая у нас довольно много их было по всей стране, да, и в том числе в Уфе во время празднования Дня Победы, вот мы читали материал во время обзора прессы, чиновники просто не носили маски, они не соблюдали какие-то установленные ими же и самими ограничения. Вот это действительно ли может повлиять на рост заболеваемости, учитывая, что эти мероприятия проходили на улице? Смотрите, дело даже далеко не в масках, дело вообще как бы на самом деле не в этом. Вот каждый любой здравомыслящий человек, будь то врач там, или еще кто-то, на происходящее вокруг находит свое логическое решение. То есть, как любой человек, то что-то произошло, он начинает задуматься, для чего это произошло. Не могло бы это произойти, еще почему-то. Я вот на этот вопрос могу ответить следующим образом. Совсем недавно произошло у нас публичное мероприятие очередное, да, где очень много людей собрали. И оно называлось, это публичное мероприятие, «Спасибо врачам 2». Угу. 3. То есть это, или 3 там. 3 уже, вот, да. Уже 3. Не нужно говорить про 9 мая, не нужно говорить вообще про какие-то там локдауны. Просто достаточно вспомнить, что 1,5 месяца назад у нас там на свежем воздухе, там, в условиях того, что это нельзя, то нельзя, провели концерт с кодовым названием там «Спасибо врачам». То есть, про остальное я даже просто говорить не хочу. Я не понимал, чем оно опасно, просто, да? как бы настолько абсурдно. Это потенциально опасно. Просто смотрите, я встречаю разные мнения. Люди говорят, ничего страшного в публичных мероприятиях на улице нет. Потому что это улица, это не какое-то закрытое помещение, да? И поэтому это безопасно. Другие же говорят, что это совершенно, просто, как вот вы однажды использовали слово «геноцид», да, во время там концерта 11 октября. А некоторые вот именно так относятся очень радикально к этому, говорят, что это совершенно неправильно. Все-таки вот я хочу знать мнение врача. Айдар, если как врача вы все прекрасно мое мнение знаете, я же говорю, это ничего не имеет общего с медициной, ничего не имеет общего со здравым смыслом по простой причине, потому что люди говорят, спасибо врачам, концерт можно, Расторгуев пляшет можно, а в торговый центр я без маски не могу зайти. Это же политика двойных стандартов. Двойные стандарты, абсолютно согласен. Кстати, сегодня в торговый центр зайти можно, а завтра в тот же самый, в те же самые двери уже нельзя. И вот у меня как раз вопрос на эту тему. Вот сейчас, с учетом нынешней обстановки эпидемиологической, как правильно было бы поступить все-таки? К какому общему знаменателю прийти? Отменить ограничения, то есть де юре привести к тому, что де-факто происходит? Или наоборот, ужесточить вновь требования и вновь заставить всех ходить в маске? Вот что сейчас правильнее? В какую сторону нужно двигаться? В идеале, конечно. В идеале. Сказать правду. Сказать людям правду о статистике, сказать правду о том, что все равно каждый переболеет, сказать, что да, лучше там привиться и приобрести иммунитет, грубо говоря, от прививки и все остальное. И сказать людям по поводу ограничений, что мы будем вводить определенные ограничения по мере того, сколько людей будет заболевать. Потому что если очень много людей будет заболевать, нам нужно развернуть коечный фонд. И в это время, возможно, будут вводиться какие-то ограничения. Объяснить людям, для чего вводятся ограничения. Объяснить достаточно просто. Объяснить и сказать правду. Грубо говоря, там даже если в Зубово, я не знаю, там какой-то сейчас начнется массовая там пандемия, я готов, несмотря там на увольнение, бесплатно выйти и там 2 дежурства в неделю готов бесплатно дежурить, даже без устройства на работу. И, в принципе, много врачей на это готовы. И все прекрасно понимают, что вспышки возможны. Но люди должны знать правду. Не во всем, потому что такая колоссальная массовая правда, грубо говоря, опасна. Но
В этом... Кстати, вот, Глеб, о вашем увольнении хотелось бы спросить. Уже вы больше месяца, да, не работаете в инфекционном госпитале в Зубово. Сейчас вы проводили какие-то бесплатные, значит, приемы пациентов в разных клиниках Уфы. Хотелось бы уточнить, все-таки ваши отношения с Минздравом, они сейчас на каком уровне находятся? Удается ли вам дальше реализовывать свои проекты? Или планируете ли вы дальше как-то в политику тоже идти? Вы предпринимали такие попытки? Я участвовал в различных конкурсах, что касательно политики. Давайте так, ни в какую Госдуму, вот просто я, как я сейчас скажу, как это фантазии многих людей, миф Инстаграма, я не пойду. Я не пойду по двум причинам. Потому что кто уходит в Госдуму? Во-первых, это человек, который рассказывает сказки, что он уезжает в Москву. Это первое. Второе, потому что ему пофиг на Уфу. Во-вторых, у меня нет, это нужно минимум на предвыборную кампанию какие-то там 150 миллионов. Это не целесообразно. Но это цирк. Ни в какую Госдуму никакой не пойду. Это была просто очередная сказка и миф. Что касательно публичной деятельности, в пятницу я провожу очередной бесплатный прием граждан. Я провожу раз в 2 недели это в частной клинике. Все, кто записался, могут приходить по вопросам реабилитации. Более скажу, я создал команду врачей, которые там онкологи есть хорошие, там еще что-то. Они раз в месяц будут вести бесплатный прием. Причем очень высококвалифицированные врачи. И у нас основной такой договоренность, что раз в месяц они ведут бесплатный прием. Мы сейчас будем стараться получать квоты по ОМС, по ДМС. И вот основной ответ на ваш вопрос по поводу моего отношения с Минздравом и все остальное. Москвичи все равно смотают свою Москву, я тут родился, мне тут жить, я очень люблю то место, где я родился, подождем, как говорится. И самое главное, буквально через месяц, через 1,5 месяца я выпущу фильм, который я снимаю достаточно долгий промежуток времени, где я это еще нигде не говорил. Он будет называться «Здравоохранение и медицина». Потому что для меня это 2 разных понятия, я объясню всем. Ух ты. Почему. То есть там речь будет не столько о ковиде, а больше о системе, которая нас окружает. Да, и которая оголилась во время ковида. Ага, очень любопытно. Kстати, вы знаете, не могу не спросить все-таки, вот вы несколько раз повторили мысль, что все переболеют. И в то же время, когда говорите о прививке, говорите, что возникает иммунитет. Правильно ли я понял, что речь идет о том, что переболеют все, но те, кто с прививкой, переболеют, скажем так, в мягкой форме? Правильно ли я понял? Слушайте, что такое вообще прививка, вакцинация? Это человек переболевает, просто переболевает более легкой. Об этом Всё. речь. Ему же не перелили, грубо говоря, иммуноглобулины или иммунитет на клеточном уровне, он просто переболел. Кстати, после прививки тоже бывает, что люди, например, после спутника бывают проблемы с коагулограммой, поэтому я рекомендую, кто привился, чувствует себя не очень хорошо, на 7-е сутки пойти и сдать коагулограмму, потому что спутник В – это аналог AstraZeneca. В Европе уже всем давно сказали: ребята, есть такая побочка, сдавайте коагулограмму, проверяйте, если что, применяйте антикоагулянты. У нас молчат. Это ладно. Вы имеете в виду, я просто в этих терминах не особо разбираюсь, я просто знаю, что история с AstraZeneca связана с тромбами, с образованием тромбов. Да. То бишь, у нас такие случаи тоже есть, да? Вы не осведомлены? У нас нет такого, что кто-то сидел раз с ноги оторвался и моментально на кресле умер. Просто это же такой длительный процесс. Нужно думать не о сиюминутном какой-то моменте, а о будущем и заниматься и реабилитацией, и профилактикой. То есть не скрывать, опять же, каких-то моментов. То есть человек, у которого густота крови чем очень больше высокая... ты к людям относишься откровенно, тем больше ты людям говоришь правду, соответственно, тем они больше тебе это доверяют. Когда они перестанут наступать на эти грабли и поймут какую-то простую истину. Что соврашь ему 1 раз, 2-й раз не поверят. Можно ли говорить, просто сейчас, я думаю, у нас все-таки слушают люди, у которых проблемы с этим имеются, да, с густотой крови, я имею в виду. Стоит ли им делать эту прививку? Нет. Еще раз, я говорю, лучше приобрести иммунитет от вакцины, я не говорю про коронавирус, я говорю в целом, да, нежели переболеть каким-то заболеванием. Тут же, если есть проблемы какие-то с тромбообразованием, да, это же дело не только в вакцине, это значит нужно заниматься, значит нужно давать коагулограмму, значит нужно принимать антикоагулянты или еще какие-то препараты.
И во время ковида, и после прививки, или после заболевания, все хронические заболевания, они обостряются. И это есть. И это нужно уделять в 2 раза больше внимания. У кого есть давление, гипертоническая болезнь, у кого есть риск тромбообразования, у кого есть сахарный диабет, просто в этот промежуток времени, когда вы болеете, больше уделяйте внимание своим хроническим заболеваниям. Лечиться правильно. До сих пор у нас с первого дня пичкают антибиотиками, сколько бы ни говорили. Сейчас уже они услышали новое слово, некоторые для себя врачи, мне так кажется, гормон. Начинают дексаметазон с первого дня зачем-то колоть. На вопрос для чего? Для профилактики. Глеб, ваше мнение хотелось бы понять. Смотрите, вот мы сегодня Индию упомянули, да, то есть налицо начало как бы 3-й массированной волны. У нас статистика, по крайней мере официальная, пока держится более-менее на ровном как бы таком плато, что ли. Как вы считаете, обойдется или у нас реально будет какой-то всплеск и вспышка? Вот летом, например, или, может быть, осенью? Или уже идет? Люди запутались, я читаю там комментарии иногда. 2-я волна у нас, что ли, кончилась, 3-я, еще раз. Любая пандемия, да, в кавычках, не в кавычках, она идет в 3 волны. Та же самая испанка и прочее. Чем опасна 3-я волна? То, что люди уже за это время съели столько лекарств, уже напичкали свое здоровье тем, 7, 5, 10, то, что действительно вирус при определенном воздействии имеет свойства мутации. Просто мы слышим про британский штамм, про индийский штамм, да. Мне кажется, у нас в России там есть свои штаммы, просто у нас ни времени, ни денег нет на исследования, да, это первое. То есть вирус в каждой стране он мутирует по-своему. И 3-я волна, она в принципе неизбежна. И это было понятно для каждого там и вирусолога, когда начинался ковид. Это ни для кого не сказка. Просто на самом деле 3-ю волну ждали чуть-чуть пораньше, связывали ковид с какой-то определенной сезонностью. И, в принципе, когда ковид начался, помните, говорили, зимой победим, летом победим, там и прочее. На самом деле, ковид показал, что он таковой сезонности не имеет. И вот сейчас потихоньку начинается 3-я волна. И она начинается, в принципе, везде в мире. И я думаю, к сожалению, наша Родина будет не исключением. Но мне склонен я думать к тому, что у нас большинство людей уже переболело, не склонен, я больше чем 100%. Хорошо, уверен. спасибо большое. У нас время закончилось. Глеб Глебов, врач-инфекционист, был с нами на прямой связи. Вы можете прослушать интервью, если не успели это сделать, в записи на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и на подкаст-площадках после прямого эфира. Ну что ж, оставайтесь, как говорится, с нами. Хорошего дня, услышимся.